пропуска на админ-границы с Крымом работают в штатном режиме. В студии Валерия Максимова. Оставайтесь на волне радио Крым Реалии. В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7:30 утра и днем в 12:10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио Крым Реалии 105,9 FM. Крымчане имеют право знать. Здравствуй, дорогой Крым! В эфире самое крымское в мире радио «Крым Реалии» и я, его ведущий Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц в 7:35 и 12:10 как в Крыму, так и на материковой части Украины, ну а на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926, жители материковой Украины 044 490 31 18. Поехали! Тема дня. Что такое язык вражды в современном Крыму и как часто к нему прибегают СМИ на полуострове? Против кого он чаще всего используется? Может ли убийство двух крымских татар в Симферопольском районе быть связано с культивированием языка вражды и ненависти? Обо всем этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут. Итак. Вчера в селе Давыдовка Симферопольского района в собственном доме была убита 33-летняя крымская татарка. Ее маленький сын с ножевыми ранениями был доставлен в больницу, однако от полученных травм скончался. Как сообщает издание «Авдет», ссылаясь на слова очевидцев, в доме находилась еще бабушка и ребенок, которые успели скрыться. В социальных сетях пишут, что видели, как задержанный бродил по центру Давыдовки через несколько метров от дома. Жертв убийца разбил окно в машине, а в соседнем доме оставил кровавые следы на дверной ручке. Убийцу очень скоро задержали, им оказался 23-летний местный житель. На сегодняшний день, что нам сообщает, что сообщает всем крымским журналистам, старший помощник главы Крымского управления Следственного комитета России Евгения Беликова. Давайте ее послушаем. В Симферопольском районе было обнаружено тело 33-летней местной жительницы с признаками насильственной смерти и ее малолетний сын с ножевыми ранениями. Мальчик был доставлен в больницу, где, несмотря на оказанную медицинскую помощь, через некоторое время скончался. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктами А и В части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть убийство двух и более лиц. Возвращаемся в студию радио Крым Реалии. С нами на связи Заир Смедляев, глава Центра избиркома Курултая крымско-татарского народа. Заир, здравствуйте. Здравствуйте. Заир, вы меня слышите? Вы меня слышите? А я вот Заира, к сожалению, не слышу совершенно. Так, дорогие радиослушатели, у нас небольшая техническая проблема. Мы попробуем связаться с Заиром Смедляевым чуть позже. В социальных сетях уже опубликовано фото молодого человека 23 лет, напомню, задержанного за убийство крымской татарки и ее ребенка. На самом деле оказалось, я сейчас процитирую непроверенное сообщение из социальных сетей, датированное вчерашним днем. Уважаемые соседи, сегодня в Давыдовке в кооперативе «Изумруд» днем произошло страшное убийство. Какой-то отмороженный тупо ходит по дворам, у кого открытые калитки. Он убил молодую женщину ее же кухонным ножом и порезал ребенка. За жизнь ребенка борются на Титова. Это больница в Симферополе детская. Но скорая сказала, шансов мало. Дальше он прошел несколько метров и разбил в машине стекло. В соседнем доме оставил на дверной ручке свои кровавые отпечатки. Вот фото, звонить в милицию, сказали, что его уже видели в городе. Закрывайте, пожалуйста, не только калитки, но и входные двери. Будьте осторожны, берегите себя и своих детей. И с нами на связи Заир Смедляев, глава, напомню, Центра избиркома Курултая крымско-татарского народа. Заир, здравствуйте.
Доброе утро. Скажите, пожалуйста, есть ли какие-нибудь на сегодняшнее утро дополнительные новости, есть ли какие-нибудь сведения и сообщения о произошедшей вчера трагедии? Например, сообщает ли полиция, что личность задержанного установлена, что он объяснил или, по крайней мере, дал показания о том, зачем, почему он это сделал, или пока ничего это не известно? Ну, как предварительно там, я, конечно, не могу ручаться за достоверность этой информации. Этот молодой человек имел опыт участия в каких-то военизированных формированиях и вроде бы даже где-то принимал участие в боевых действиях. Ну, я не могу это достоверно утверждать. Ну и точно так же, что дома он наглотался каких-то таблеток, ему стало плохо, вызвали скорую, из которой он убежал. Опять же, достоверность этой информации, ну, пока на уровне там одна бабушка сказала, но вот такие вот вещи. Понятно. Вчера просто я был там на похоронах и... Ну, уточните, пожалуйста, если вы можете, потому что в средствах массовой информации подается различная информация. Сколько детей осталось у погибшей? Один или двое? 5-месячный ребенок, мальчик, и девочка 5 лет. Ага, спасибо за это уточнение, потому что в средствах массовой информации прошло сообщение о том, что остался только один ребенок, но теперь мы будем знать, что их двое. Теперь к более широкому контексту. Мы пытаемся в нашей программе сегодня разобраться, может ли повлиять, скажем так, культивирование языка вражды и разжигание ненависти, которое как бы там по российским законам карается вплоть до тюремного заключения, но, тем не менее, культивируется все-таки в крымских СМИ на выбор жертвы. Мы, понятно, что не можем до оглашения там судебного приговора точно утверждать, что именно двигало и какой мотив был у этого молодого человека, совершившего убийство. Но, по вашему мнению, вот может ли человек в подобной такой стрессовой ситуации, насмотревшись телевизора и начитавшись газет, выбрать себе жертву не случайно, а именно по тому, что там написано, что говорят в телевизоре, вот, дескать, вот какая-то группа национальная, социальная, религиозная, вот они нехорошие люди, и под влиянием посттравматического синдрома, наркотиков и вот этой вот информации он может пойти на преступление. Или не стоит преувеличивать степень влияния СМИ? Ну, скажу, что все-таки антимусульманские, антикрымско-татарские здесь фобии в любом случае нагоняются, как и в свое время в отношении чеченского народа формировался такой образ народа-преступника, народа-террориста. Сейчас то же самое пытаются здесь формировать в отношении крымских татар. Ну, то есть этот процесс идет. И, применительно к позавчерашней трагедии, я не знаю, оно сыграло, не сыграло. Там, на мой взгляд, все-таки сыграло другое. Это психическое состояние самого этого убийцы и плюс наркотики. А если ко всему этому еще добавится и вот эта зондерпропаганда, то последствия, конечно, будут печальные. Агентство QHA со ссылкой на вас сообщает, что вчера задержанный водитель супруги Мустафы Джемилева Ахтам Мустафаев приходится родственникам семье убитых. Во-первых, насколько близка степень этого родства, а во-вторых, по вашему мнению, это такое трагическое стечение обстоятельств или, может быть, есть какая-то более глубокая связь? Ну, я все-таки более глубокую связь там вижу. То есть во вчерашнем
обыски и задержания Ахтема Мустафаева, то есть это как один из отвлекающих маневров, чтобы вот это не было там, ну, как правило, когда ну, такие вот серьезные трагедии происходят, ну, если там какой-то, ну, скажем, есть там страх чего-то, то силовики, как правило, используют какие-то другого рода отвлекающие маневры. Так не единожды было, чтобы люди не собрались максимально на похоронах. Ну, а так вчера и было и под Феодосией похороны, и, скажем, здесь в Давыдовке, и плюс в Бахчисарае и родственники, и друзья, и знакомые, и соседи все следили за ситуацией с Ахтемом Мустафаевым, когда вроде бы парня, вернее, его ни в чем не подозревают, ему никаких подозрений не выдвинули, сказали, что он является свидетелем по делу о поджоге дома муфтия, и тем не менее, ну, интересная, да, практика, когда у свидетелей переворачивают дом вверх дном, изымают телефоны, телевизор, компьютеры, оргтехнику. Ну, то есть, если ты где-то что-то вдруг увидел, то тебе сразу мешок на голову, чтобы ты больше ничего не видел и ничего не говорил, да. И вчера вот таким образом с мешком на голове до самого вечера Ахтема держали. Он даже и не в курсе, где он находился все это время. Вначале ФСБ заявляли, что он был у них, потом сказал, что у них нету, потом, что он на Франко, потом в Бахчисарае. То есть пошли какие-то непонятные игры. И в конце концов вечером его все-таки выпустили. А вот вы говорите, его вечером выпустили. Так откуда его выпустили? Из Симферополя, из Бахчисарая? Из Симферополя. И давали ли какие-нибудь уже пояснения после этого? Что он сам рассказывает? Объяснили ли ему? Давали ли подписать какие-нибудь бумаги? Приглашают ли там через неделю, через день на разговор? Или пока эта история не имеет продолжения? Пока, ну, скажем так, мне полноценно пообщаться с Ахтемом не удалось. Мой телефон включился рано утром. Ну, то есть, когда я уже выйду, поговорю, я буду точно знать. Но знаю одно, что в любом случае к нему применяли насилие, угрозы, ну, чтобы он взял на себя вот это дело по поджогу, так званому поджогу дома муфтия. А вот раз уже мы вспомнили об этой истории, я напомню нашим слушателям, что в Крыму несколько человек обвиняются в том, что они пытались поджечь дом муфтия подконтрольного России Духовного управления мусульман Крыма Мирали Аблаева. И есть ли какие-нибудь подвижки в самом этом деле? Увеличилось ли количество подозреваемых и обвиняемых? Получили ли кто-нибудь новые там повестки и вызовы? Или может быть, дело движется, как вам кажется, дело будет двигаться там к судебному заседанию, или за отсутствием состава преступления его закроют? Я не думаю, что если стряпают какое-то дело, что оно будет закрыто. Они для этого его делали. Поэтому я прогнозирую новые обыски, возможно, аресты, потому что, ну, первоначально топорно так слепили, обвинили Эрома Велиева, которого почти полгода не было в Крыму, но, оказывается, он здесь был, он каким-то образом телепортировался. Ну, вот у нас такие чудеса в Крыму происходят. Самое ужасное в другом, то, что для того, чтобы потом в конце концов кого-то обвинить, можно повесить это на любого человека. Следователь
как нарисует, так суд и проглотит, и вынесут какие-нибудь сроки. Скажем, это же тоже, да, всему миру, всему мировому сообществу, как и вот в случае с Олегом Сенцовым, будут рассказывать, что он террорист, он кого-то хотел взорвать, мы террористов не отпускаем, там еще что-то. И тем не менее, я могу привести кучу примеров, когда и террористы, и убийцы не только разгуливают на свободе, но и являются лепшими друзьями того человека, который якобы борется с терроризмом. А можете хоть один такой пример для наших слушателей, или без доказательств вы не хотите? Ну, я потом встревать в эти судебные тяжбы, которые, я знаю, что судов здесь нет, назови я фамилию, будут судебные процессы. Это понятно, это справедливое суждение. Поставлю вам другой вопрос. Относительно недавно там, в России прозвучало предложение, пока еще только предложение, несколько смягчить экстремистскую 282-ю статью, так называемую двушечку за репост, перевести ее из уголовного процесса в административный, то есть сажать меньше людей, не 650, как там вернее, посажено это меньше, осуждено не 650, как в прошлом году. А потом вот Игорю Мовенко, украинскому активисту, неожиданно для всех, на самом деле, изменили приговор с реального на условный. Потому что если был бы с условного на реальный, я думаю, что никто бы особенно не удивился. Но вот эти вот два события... Кажется ли вам, что, возможно, где-нибудь там далеко-далеко-далеко на горизонте забрежет маленькая надежда на либерализацию? Или это просто вот такое совпадение, и на самом деле ожидать смягчения российского режима, и в Крыму в частности, не приходится? Ну, никаких розовых там иллюзий строить не приходится, тем более... Вчера было подписано распоряжение и указ, я сейчас точно не могу сказать, о том, что об усилении ответственности и увеличении суммы штрафов за доступы к заблокированным сайтам, за использование анонимайзеров. Так что, если вы говорили о каком-то потеплении в этой части, тогда... подумаешь, человек читает то, что там запрещено. В конце концов, думать, читать не запрещено, тем более и в Конституции разрешается, да, свобода мировоззрения. Если я читаю, но я же не пропагандирую, а тут принимаются законы, указы, которые прямо противоречат статьям Конституции, и все это глотается. Поэтому, когда... скажем, некоторые действия, да, недавно читал там после презентации фильма «Хадардеде» в российских СМИ появился сам материал о том, что вот Ильзара Ислямова, она такая, там родная сестра брата-террориста, экстремиста Ленура Ислямова и куча всякого небылиц. Но никто же за это не отвечает. Но стоит, скажем, имидж уже и к фамилии, и к национальности, и ко всему. Вот 22 июня, в день, когда весь мир там плачет по той трагедии по началу Второй мировой войны, хотя Вторая мировая война, мы знаем, что началась 1 сентября 1939 года. Тем не менее, вот эти вот игры вокруг этого, крымские татары радуются, сказки смотрят. Понимаете, да? Что никто за это не ответил. А вот не будет отвечать. Никто не будет отвечать. Тут я могу вам задать встречный вопрос. Например, я не говорю про вас лично, но, может быть, вы знаете активистов крымских татар, которые, например, подавали бы иски гражданские о защите чести и достоинства в случае таких комментариев. Иначе можно будет там, не то чтобы вам предъявить, но упрекнуть вас в том, что вы сами не боретесь за ваше доброе имя, и получается, что все в сетях могут безнаказанно поливать его грязью.
Да нет, это не в сетях, это в средствах массовой информации таких. Ну так тем более, это же газета, можно и газете предъявить. Ну да, здесь, конечно, в первую очередь должны действовать те, чье имя чьей организации там используется, да, то есть если я просто в качестве зрителя присутствовал на этом мероприятии, не могу я как-то вступать здесь ни истцом, ни кем-то. То есть с юридической точки зрения я даже подам, и мне скажут до свидания. Вы не Ислямова Эльзара и не Ленур Ислямов. Поэтому какое вы отношение имеете? Это понятно. Хорошо, давайте я вам задам еще вот такой вопрос. Ну, еще раз вернемся к этой трагедии, произошедшей в Давыдовке. Ну, есть ли у вас сомнений, нет ли у вас сомнений, что все обстоятельства будут расследованы точно и в срок? Не кажется ли вам, что могут быть какие-нибудь там политические или национальные спекуляции на этом вопросе, что-нибудь в этом роде? Или это вот по-настоящему бытовая трагедия, и политику здесь никто приплетать не будет? Ну, я все-таки склонен к тому, что это бытовая трагедия. Ну и думаю, наверное, не удастся это спустить на тормозах. Почему? Потому что уже аналогичный случай у нас 2 года назад был в Старом Крыму, когда убийца изнасиловал и убил крымскую татарку. Ну, тогда вначале сами братья поймали этого преступника, а потом уже правоохранительные органы, ну, его осудили. Потом в ходе следствия выяснилось, что это не первый случай, не первое преступление аналогичного рода, совершенное этим подонком. То же самое, думаю, что и здесь, наверное, выяснятся и другие факты. Не думаю, что удастся спустить на тормозах такое громкое дело. Это тогда вот как раз и всколыхнет общественность. Понятно. И последний к вам короткий вопрос. Будет ли крымско-татарский джамаат поддерживать семью? Остались ли там трудоспособные родственники? Или там, может быть, поможет крымская солидарность, например? Ну, крымская солидарность — это просто, скажем, объединение, да, тех, кто, ну, под прессом российской правоохранной, так называемой системы оказался, да. Это объединение семей политических узников. Но другая организация Безумбаумар, это наши дети, тоже, скажем так, помогает детям политических узников. В данном случае немножко ситуация другая, и я вчера разговаривал с зятем сестры, ну вот единственная живая сестра осталась, они хотят взять воспитание этих детей себе. Отец живой, да, отец живой, ну, то есть помогать отцу собираются его сестра, зять, потому что парню надо зарабатывать деньги, чтобы воспитывать этих 2 детей. Он не может возле них быть привязан, тем более 5-месячный малыш. Здесь сестра готова помочь. Мы со своей стороны тоже, конечно, будем стараться оказать посильную помощь, но, к сожалению, у нас возможности ограничены. А вот каких-то таких трагических ситуаций становится все больше, к сожалению. Что ж, спасибо вам огромное за ваш детальный и обстоятельный рассказ. Я напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Заир Смедляев, глава Центра избиркома Курултая крымско-татарского народа. Это радио Крым Реалии. У микрофона для вас работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. Мы скоро возвращаемся в эфир.
Новости в эфире «Радио Крым. Реалии». В студии Валерия Максимова, а главное к этому часу. Часть Симферополя останется без света. В Крыму хотят обезопасить транспортное движение. Крымскому парку Львов-Тайган предложили переехать в Португалию. Сейчас подробнее. Из-за ремонта на энергосетях сегодня на 5 улицах Симферополя будет отсутствовать электроснабжение. В связи с проведением ремонтных работ на трансформаторных подстанциях с 8 утра будет прекращена подача электроэнергии по улицам Грибоедова с 66-го дома по 100-й, с 41-го по 53-й, Партизанская с 4-го и по 14-й дома и с 1-го по 11-й, Рубцова номер 19, Генерала Васильева с 24-го по 30-й дома, 23Б, 27А, 30/1, трансформаторная с 1 по 3 и с 6 по 10 дома и на переулке Заречный с 24 по 28 дома. Ориентировочное время завершения работы подключения электричества 16:00, сообщили в пресс-службе. В Крыму намерены обезопасить транспортное движение. Для этого на полуострове займутся разведением автодорог и железнодорожных путей. Об этом сообщил замглавы Комитета по транспорту и строительству Госдумы соседней России Сергей Бедонько. По его словам, обезопасить железнодорожные переезды собираются в следующем году. Скорее всего, с 2019 года будет запущена программа, которая позволит постепенно, ежегодно финансируя регионы из федерального бюджета, вот эти железнодорожные переезды, где дорога железнодорожная и автомобильная находятся в одном уровне, развести их, построить путепроводы и, соответственно, таким образом сделать именно вот эти направления абсолютно безопасными, потому что поезд с машиной никак пересечься не сможет. Российский чиновник также сообщил, что на данный момент в Крыму стандартам качества соответствует лишь 20% дорог. Власти Португалии предложили владельцу Ялтинского зоопарка «Сказка» и парка Львов-Тайган Олегу Зубкову построить крупный зоопарк на берегу Атлантического океана. Об этом 28 июня бизнесмен сообщил в комментарии Крым Реалии. Цитата. «В ближайшее время планирую посетить Португалию, где у меня запланированная встреча с мэром одного из курортных городов. О начале строительства говорить пока рано, потому что территории, которые мне показали, не подходят для создания зоопарка, поскольку они слишком холмисты и покрыты полностью лесом», сказал Зубков. Сегодня днем в Крыму переменная облачность, местами грозы, температура до 32 градусов тепла. В районе Чангара и Новоалексеевки солнечно, плюс 30. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Валерия Максимова. Оставайтесь на волне радио Крым Реалии. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7:30 утра и днем в 12:10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать. Продолжается эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона все еще Сергей Громенко. Слушайте нас на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926. Жители материковой Украины 044 490 31 18. Поехали! Тема дня. Ряд российских депутатов во главе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко внесли на рассмотрение Государственной Думы законопроект о признании 19 апреля памятной датой России в честь завоевания Крыма в 1783 году. Зачем вообще Москве понадобилось официально отмечать первую аннексию Крыма? Почему решили сделать это только сейчас? И как в Крыму могут отреагировать на новый памятный день? Обо всем этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут. Крым в центре внимания. Российский глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в Facebook 25 июня написал следующее. Группа сенаторов и депутатов во главе с председателем Совета Федерации Российской Федерации Валентиной Ивановной Матвиенко внесла на рассмотрение Государственной Думы законопроект о признании 19 апреля памятной датой России, днем принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи в 1783 году. Полностью поддерживаю инициативу Совета Федерации. Это решение давно назрело, не сомневаюсь,
сомневаюсь, что депутаты примут его единодушно. Крымчане отмечают день издания манифеста Екатерины II о вхождении Крыма в состав России уже более 20 лет. Еще в 1996 году с такой инициативой выступила русская община Крыма. После воссоединения Крыма с Россией этот день стал официальной памятной датой в нашей республике. Хотя для нас, крымчан, было очевидно, что ее значение выходит далеко за региональные рамки, и она станет обязательно общероссийской. Присоединение Крыма к Российской империи – одно из ключевых событий отечественной истории, которое укрепило геополитические позиции нашей страны, изменило расстановку сил в мире. Войдя в состав России, наш полуостров превратился в безопасный процветающий край, получил мощный импульс развития. Так что в событиях 1783 и 2014 года немало параллелей. Благодарю Валентину Ивановну Матвиенко, Сергея Павловича Цекова, Ольгу Федоровну Кавитиди, депутатов Госдумы от Крыма, общественников, всех, кто на протяжении многих лет способствовал сохранению исторической памяти и укреплению нашего единства. Конец цитаты. С нами на связи Богдан Короленко, кандидат исторических наук, сотрудник Украинского института национальной памяти. Богдан, здравствуйте. Доброго ранку. Итак, законопроект внесен в Государственную Думу. Разговоры об этом, я напомню нашим слушателям, тянулись еще с прошлого года. И вот, наконец, законопроект оказывается в Государственной Думе. И Сергей Аксенов полагает, что депутаты примут его единогласно. Вот давайте начнем с ответа на вопрос, зачем Российской Федерации в принципе понадобилось на государственном уровне отмечать эту дату. Почему вот только в 2000... И почему, это будет уже второй вопрос, продолжение первого, и почему это случилось, если случилось в 2018 году, а не, скажем, там в 2014? Ну, зрозуміло, що для Росії дата 19 квітня в контексті Криму, в контексті ісконно руського Криму, вона зрозуміло, що важлива. Тому що, в 1783 році, 19 квітня, було проголошено маніфест Катерини II, якою проголошено входження Криму до складу Російської імперії. Чому це відбувається саме зараз? Ну, зрозуміло, тому що справи в Росії з економіки, соціальною сферою, з зовнішньою політикою зараз бажають набагато бути кращими. Так, ну, з точки зору російського керівництва, зрозуміло, що реальних реформ не проводиться. Потім тривають війни, зокрема війна проти України, ну і якось треба зміцнювати всі ці духовні скрепи. Показати, що, власне, Російська Федерація, як спадкоємниця і Радянського Союзу з його агресивною політикою, і ще перша, і насамперед Російської імперії, яка проводила загарбницьку політику, що Російська Федерація, вона міцна як ніколи. І тому, власне, всі ці історичні події, які пов'язані з агресивною політикою, з якимись перемогами Російської Федерації на зовнішньому фронті, ті, що були в минулому, в історії, вони, зрозуміло, зараз актуалізуються, артикулюються. Тому, власне, чому це не було зроблено в 2014 році? Ну, в 2014 році було не до того. Було віджато Крим, було не зовсім зрозуміло, як буде далі, тобто яка буде реакція світового співтовариства. Зараз, коли більш-менш все стало зрозуміло, що крім глибокого занепокоєння реальних, ну, власне, і санкцій, якогось військового відторгнення Криму не буде. Зараз, власне, треба закріпити все це в суспільстві, власне, і в пам'яті історичній, власне, оцю подію. Я прошу прощения, у нас есть звонок от нашего слушателя. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Доброе утро. Доброе. Скажите, Сергей, зачем придавать это все законодательно, если Россия, судить, если из логики суждений самой России, это все исконно русское, современ еще Корсуня. Объясните мне, пожалуйста. Спасибо и вам за вопрос. И вот Богдан Короленко, который тоже сказал, что в контексте исконно русского Крыма это все происходит. Вот зачем акцентуализировать, зачем акцептировать дату 19 апреля 1783, если там сам Владимир Путин провозгласил, что, дескать, от сакральной Корсуни все это идет?
Ну, власне, знову ж таки, для того, щоб артикулювати цю, власне, історичну пам'ять, да, російську пам'ять про ісконно руський Крим, власне, для цього все робиться. Тобто, постійно ця тема має бути на слуху, постійно має росіяни і, власне, а зараз мешканці окупованого Криму мають розуміти, що все це російське. От навіть дивіться, приймають дату 19 квітня, пам'ятна дата Росії. Власне, все це в контексті ісконного руського Криму, тому що треба підтримувати постійно цей дискурс, що Крим є російський, от і все. Тому що, власне, це таке собі символічне маркування території, що от ми кажемо і російському народу, який знає це времен Корсуня, що Крим ісконно руський, як сказав один з слухачів вашого радіо. І так і для всього світу, що треба показати, що Крим завжди був російський, ісконно руський. І, власне, ми зараз приймаємо відповідно цю пам'ятну дату для того, щоб всі ще раз в цьому переконалися. От і все. Це виключно ідеологічне рішення для того, щоб показати, що Крим російський, і Росія не збирається його нікому повертати, хоча він був незаконно віджатий. Да? І в 1783 році в Османській імперії, перед тим там за буквально менше ніж 10 років. А в 2014 році він був віджатий зі складу суверенної української держави. Вот и все. У нас есть еще звонок от второго радиослушателя. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Мое почтение, господа. Я хочу немного, так сказать, утешить господ меджлисовцев и бандеровцев. Вы, в свою очередь, ведите свой памятный день. День завоевания татарами Крыма. Всего хорошего. Замечательное предложение. Богдан, вот к вопросу, и, кстати говоря, к вопросу о том, к вопросу той институции, которую вы представляете, будет ли что-нибудь, может ли что-нибудь, должна ли что-нибудь делать Украина как государство для того, чтобы противостоять такой инициативе в сфере исторической памяти, например, ввести там празднование на официальном уровне 26 февраля как Дня крымского сопротивления, потому что этот день остается, в общем-то, больше народным, а не государственным. Ввести какое-нибудь там официальное празднование в апреле передачи Крыма в состав Украины в 1954 году с закреплением этого в Конституции. Или можно махнуть рукой, все равно российскую пропаганду на территории Крыма не перебить? Ні, звичайно, з російською пропагандою потрібно боротися. Потрібно боротися насамперед не якоюсь там контрпропагандою, а насправді просвітництвом, так? Розказувати людям, насамперед мешканцям окупованого Криму, насамперед тим, які так чи інакше схвалюють політику російського керівництва, тому що, на жаль, таких багато в Криму, ми знаємо, так? І, власне, це стало однією з причин тих дій 2014 року і другої анексії Криму. Але, наприклад, вводити якісь дати в піку російському керівництву, я не думаю, що це потрібно. Потрібно займатися, по-перше, просвітництвом, по-друге, зміцнювати Збройні Сили України. Тому що, власне, і ця дата, яка введена Росією, вона введена з остраху, з того остраху, що все-таки Крим доведеться повертати, тому що це незаконно віджата територія Російської Федерації. От і все. И такой вопрос, уже не столько исторической памяти, сколько истории как таковой. Вот в посте Сергея Аксенова написано, что присоединение Крыма к Российской империи – ключевое событие, которое укрепило геополитические позиции, изменило расстановку и, самое главное, войдя в состав России, наш полуостров превратился в безопасный и процветающий край, получил мощный импульс развития. Насколько лучше стало, если стало жить Крыму и крымчанам после присоединения, после захвата или после первой аннексии Крыма Российской Федерации? Прокомментируйте, пожалуйста. Российской империи. В 1783 році, після першої анексії, власне, спостерігалися десь приблизні тенденції, ті, які відбуваються з 2014 року. Що я маю на увазі? Це, власне, переслідування корінного населення кримсько-татарського. Ми знаємо кілька хвиль великої кримсько-татарської еміграції. Ми знаємо притіснення, власне, релігійних прав
кримських татар, знову ж таки, і я тут погоджуюсь з Аксьоном, що Аксьоновим дуже багато можна проводити паралелі і аналогії з 2014 роком, 1783 і 2014. Ну, із, так би мовити, останнього того, що чому ми є свідками, власне, як вплинула друга анексія Криму Російською Федерацією, власне, на процвітання цього краю і на безпеку. Ну, звичайно, безпека в клітці, вона є від зовнішнього світу. Да, коли ти перебуваєш в клітці, певна безпека є. Якщо це мається на увазі під безпечним краєм, то да, дійсно, Аксьонов цього досяг. По-друге, ми знаємо, що зараз фактично сільське господарство зникає просто на очах без дніпровської української води. Ну, от, власне, це така коротка відповідь на ваше запитання. Я думаю, вона досить показова, власне, всі ці факти і ця картина, яку ми бачимо, тому, власне, я навіть не бачу потреби заглиблюватися в якісь глибокі історичні події. И у нас есть третий слушатель. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. Здравствуйте. У меня такой вот вопрос или пожелание к эксперту. Почему бы Украине сейчас в рамках декоммунизации проходящей не отказаться от территорий, которые злочинный коммунистический режим аннексировал у других стран? Ведь коммунисты просто в наглую присоединили Галичину, Закарпатье, Крым к Украине. Это ж Хрущев поганый присоединил, коммунист. От этого надо всего отказаться. Спасибо вам за ваш вопрос. Ну, Богдан Анатольевич, как бы тут вопрос уж если не к вам, то я тогда не знаю к кому. Вот почему, значит, нельзя отказаться от Галичины, которую кровавый и злочинный режим присоединил? Ви знаєте, я одне що скажу, що, Сергій, ви робите дуже важливу роботу. Дивіться, нам 3 додзвонювача і 3, власне, представники руського міра. Тому цільова аудиторія є, цільова аудиторія вибрана правильно. Ми, очевидно, їх трохи розворушили, і мені це дуже подобається. А стосовно там в рамках декомунізації відмовлятися від якихось територій, я думаю, що, власне, цю пропозицію ті слухачі, які додзвонювалися, які підтримують лінію і політику російського керівництва, мали б звернутися насамперед до Путіна і хай би відмовилися від тих територій, які вони незаконно віджали і відвоювали. Стосовно тих територій, які складають зараз українську суверенну державу, власне, це території населені українським населенням, етнічним українським населенням. Це території, які, власне, історично є територіями з українським населенням, до того ж, включаючи їх Крим. Тому що в Криму дуже багато українців, які мають свою історію, власне, замешкання Криму, є дуже глибокі історично-кримські зв'язки. Ну і не варто забувати про те, що найголовніше, що кримсько-татарський народ – це корінний народ Криму, не Росії, наголошую на тому. Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Богдан Короленко, кандидат исторических наук, сотрудник Украинского института национальной памяти. Если вы что-то упустили, заходите на сайт Крым Реалии, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы вернемся в эфир буквально через несколько секунд. В эфире радио Крым Реалии. 105,9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио Крым Реалии информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Возвращаемся в студию радио Крым Реалии. С нами на связи Гульнара Абдулаева, крымский историк. Гульнара, здравствуйте. Здравствуйте. До эфира мы спросили у крымского политолога, директора Центрального музея Тавриды Андрея Мальгина, зачем нужна дата 19 апреля, чтобы ее отмечали на общероссийском уровне как государственную. Вот что он нам ответил. Давайте его послушаем. В Российской Федерации существует целый ряд памятных дат. Памятные даты — это не значит, что это праздник. Памятная дата обозначает какие-то важные события в истории России, которые имеют смысл, о которых имеет смысл напоминать сегодняшним гражданам государства.
дата 19 апреля, я считаю, что она вполне заслуживает того, чтобы быть зафиксирована в официальном, так сказать, перечне государственных дат. Это важная дата в российской истории, безусловно, так. Я не думаю, что здесь нужно какие-то, так сказать, что здесь подчеркиваются какие-то моменты празднования. Скорее, это просто мемориальный аспект, который было бы правильно осветить, как-то освежить в памяти сегодняшних людей. И вот, Гульнара, прошу вас прокомментировать это мнение Андрея Мальгина. Действительно ли нет никакого там элемента празднования, а просто такая вот, и тем более там никакого милитаризма, не дай бог, а именно просто мемориализация как таковая? Ну, сейчас для России вообще очень важны такие памятные даты, особенно как 19 апреля 1783 года, да, когда было присоединено, как они тогда называли, да, соединение произошло. На самом деле, конечно же, это была полнейшая оккупация Крымского ханства на тот момент, и это памятная дата, она действительно памятная дата, но каждый ее трактует по-своему. Естественно, для России это определенное такое вот значение, которое там честолюбие России. Да? Честолюбивая Россия, она просто, ну как сказать, осуществила то, что она хотела, да, то есть ей это во благо пошло. На самом деле, конечно же, эту дату не стоит забывать, об этом нужно говорить, и нужно говорить о варварском захвате, который произошел на самом деле, как это осуществлялось, как эта операция Крым осуществлялась, какой план был действий на тот момент. И, ну, я не знаю даже, как прокомментировать Мальгина в данном случае, потому что, естественно, у нас совершенно разные точки зрения по поводу этой даты, и я со своей стороны тоже могу сказать, что эту дату никогда не нужно забывать, и нужно всегда напоминать, что случилось в истории в этот день, потому что но то, что делает Россия сегодня, я знаю, что сейчас они говорят о том, Мальгин говорит, например, что, как мы слышали, что это нужно помнить, памятная дата. Другие версии я слышала также, что в России, что чуть ли в этот день не стоит сделать праздником. То есть для них это праздник, для кого-то траур, для них это праздник. Вот, ну. Хорошо, поставим вопрос по-другому. Почему нужно было 4 года, по вашему мнению, пройти до этой инициативы? Почему нельзя было там на волне Крым наша в 2014 году уже внести? Ну, наверное, все-таки я тоже затрудняюсь сказать, почему именно они сразу это не сделали. Наверное, все-таки где-то упустили, потому что они цеплялись совершенно к другим датам. То, что это было еще в 1954 году. То есть они как бы пытались все установить историческую справедливость. И теперь они уже докопались вглубь, пошли дальше о том, что еще есть еще 19 апреля. А вот скоро они будут говорить еще то, что чуть ли там христианство из Крыма не пошло, это тоже нужно в эту памятную дату праздновать об этом. Что ж, по крайней мере, памятник киевскому князю Владимиру у Кремля они уже поставили. Спасибо за ваш комментарий. Гульнара Абдуллаева, крымский историк. А теперь с нами на связи Максим Горюнов, российский философ и публицист. Максим, здравствуйте. Здравствуйте. Мы относительно недавно, несколько месяцев назад говорили с вами о том, что после выхода там большого двухтомника академического истории Крыма на самом деле пляски, если это можно так назвать, вокруг крымской истории не закончатся, и вы прогнозировали, что будут и новые инициативы, потому что там нужно отчитываться перед начальством. И вот мы видим, что не просто какая-то книжка, а целый законопроект признания памятным днем даты захвата Крымского ханства Российской империи. Вот по вашему мнению, зачем это нужно, во-первых, в целом России, а во-вторых, конкретно там спикеру Валентине Матвиенко? Ей же не нужно выслуживаться перед вышестоящим начальством. Это вот может быть ее личная инициатива, или все-таки это такой государственный дискурс, просто это такой исполнитель? Ну, я начну, наверное, со второго вопроса по поводу того, что не нужно выслуживаться. Как это не нужно выслуживаться? Вы что?
Служиться нужно ежедневно. Это такая ежедневная практика, поэтому нельзя так, знаете, там, вы 4 года назад выслужились, а потом можете делать все, что угодно. Ничего подобного, это, в общем, это постоянно нужно подтверждать свою лояльность. И если пауза затянулась, ты там довольно долго не заявлял о том, что насколько ты любишь начальство, Россию, в общем, это может выглядеть подозрительно, мало ли что. Это с одной стороны. С другой стороны, вот первый ваш вопрос, зачем это нужно, я немного послушал, вот, что вы говорили перед этим. Понимаете, Крым, вот это... Он уже до сих пор, с точки зрения пропаганды, российская пропаганда расценивает Крым как такой способ, как такое событие, которое поддерживает такой имперский пафос у населения. Да? Россиянин должен всегда испытывать гордость за свою страну, за мощь ее флота, за мощь ее армии, испытывать такую гордость за победы армии и флота, о том, что вот мы еще что-то захватили, вот мы еще кого-то покорили. Это чувство, оно должно длиться, оно не должно прекращаться, не должно ослабевать. И для того, чтобы оно длилось, да, вот как паровоз, да, там в топку нужно постоянно подбрасывать какие-то поленья. Да, и вот этот праздник, да, это еще один праздник. Это вот еще одно полено вот в топку. Это вот паровоза русского имперского пафоса, да. Вот подбросить еще одно полено, вот такой праздник появится. Потом будет еще один праздник, еще один праздник. Крым в качестве пропаганды будет смаковать Крым долго. Да, она просто так от него не отстанет. Вот, то есть из него потом придумают еще какие-нибудь события, какие-нибудь туры, какие-нибудь новые фильмы. То есть из Крыма, из него будут постоянно добывать какой-нибудь новый эликсир, новый способ, как этот пафос поддержать. Да? И не нужно думать, что только на Крыме этот пафос держится. Да? Вот Крым перестанет, Крым может быть перестать так возбуждать, как раньше. Да? Поэтому найдут какую-нибудь другую дату, потом опять к Крыму вернутся. Да? Просто нужно понимать общую задачу. Рядовой россиянин должен находиться в состоянии под воздействием пафоса. Да, вот этот пафос должен постоянно нагнетаться, он не должен терять остроты. Да, и для того, чтобы это нагнеталось, вот постоянно вот идет поиск этих праздников. Эти праздники отмечаются, придумываются, потом они исчезают. Вот, допустим, присоединение Крыма, да, я был на годовщину, я был на Красной площади. Я был на годовщину, я был на второй год и был на третий. Вот к третьему году, в общем, все стухло. Да, в общем, было уже неинтересно, и народу было мало, и было видно, что праздник выдохся. Ничего, вот прошел год, и придумали новый праздник, и посмотрим, сколько он продержится. Может быть, год, может быть, 2, может быть, в самом деле пойдет, знаете, там, и через 10 лет тоже будет возбуждать сердца. То есть, в общем, здесь такой сугубо инструментальный и технический подход. Пафос должен быть, для пафоса нужны праздники ищутся. Вот они нашли еще один праздник. И короткий к вам второй и последний вопрос. Не может ли быть так, что вот пенсионная реформа окажется слишком непопулярной, и там рейтинг Путина упадет настолько, что от пафоса от прошлых побед нужно будет России перейти к нынешним, и стоит там ожидать агрессивного вторжения куда-нибудь еще? Ну, во-первых, имейте в виду, что российская пропаганда давно работает, поэтому найдут что-нибудь. Это не вопрос. А по поводу пенсионной реформы, ну, скорее всего, Владимир Владимирович как-то так вальяжно, красиво и по-царски все-таки этот возраст как-нибудь, это повышение пенсионного возраста как-нибудь обыграет в свою пользу. Ну, допустим, там, скажет, что не 65 лет, да, там, а, допустим, на 3 года меньше. Или, допустим, 65 лет, но не в этом году, да, а через 5 лет. Да? То есть имейте в виду, что вот Владимир все равно это переиграет в свою пользу. Да? Тут игра идет всегда в его пользу. Все условия построены так, что всегда все в пользу
Владимира Путина. В Кремле. Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Максим Горюнов, российский философ и публицист. Это радио «Крым Реалии». У микрофона для вас работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. Наше радио скоро продолжит свой эфир. Новости в эфире «Радио Крым Реалии». В студии Валерия Максимова. Главное к этому часу. В Крыму не хватает медицинских работников. Севастопольский общественный транспорт переводят на газ. Конгресс США утвердил документ о суверенитете Украины. А сейчас подробнее. Штат медицинских работников в аннексированном Крыму укомплектован только наполовину. Об этом сообщил назначенный Кремлем глава полуострова Сергей Аксенов. По его словам, медицинских работников в Крым собираются привлекать из соседней России. Аксенов сулит будущим крымским врачам недвижимости и стабильно высокие зарплаты. Здесь должна быть стопроцентная комплектность кадрами, то есть вообще престиж должен все-таки уже там появляться. Мы договорились, сейчас считаем, до 1 сентября будем все-таки обеспечение квартирами. Мы будем сейчас думать, как это сделать. Пока еще решения нет, я вообще говорю, медицинских работников. Но давайте разобьем по категориям, посмотрим, с кого начать. Крымские врачи неоднократно митинговали из-за низкой оплаты труда и плохого к ним отношения российских чиновников. В Судаке в марте прошлого года российские власти выселяли местных медиков из украинских служебных квартир. Тогда 5 семей получили предписание освободить жилплощадь в 10-дневный срок. Служебное жилье специалистам выделила Украина еще до оккупации полуострова. Общественный транспорт Севастополя переводит на газ. Об этом сообщил главный инженер Севэлектравтотранса Никанор Попов. Цитата. На сегодняшний день заключен контракт на поставки газомоторного топлива в объеме 8,5 тысяч кубометров в сутки. Этого объема ресурса хватит, чтобы обеспечить выход на линии 80-85 автобусов ежедневно, сказал Попов. Транспорт будут заправлять 2 станции, расположенные на улице Шабалина 8А и на Симферопольском шоссе 18А в Инкермане. Комитет Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам принят проект резолюции Палаты представителей Конгресса о поддержке стран Восточной Европы и НАТО. Как сообщает «Голос Америки», в проекте резолюции осуждается нарушение Россией хельсинкских принципов относительно суверенитета и территориальной целостности Украины. В документе выражается поддержка санкций США, введенных против России за ее действий в Крыму и на Донбассе. В то же время проект подчеркивает, что эти санкции продолжаются до восстановления суверенитета Украины над Крымом и полного выполнения минских договоренностей соответственно. Сегодня днем в Крыму переменная облачность, местами дожди, температура до 33 градусов тепла. В районе Чангара и Новоалексеевки солнечно, плюс 30. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админ границы с Крымом работают в штатном режиме. В студии Валерия Максимова. Оставайтесь на волне радио Крым Реалии. Слушайте радио Крым Реалии на средних волнах. Частота 549 кГц в 7:30 утра и днем в 12:10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио Крым Реалии 105,9 FM. Крымчане имеют право знать. Возвращаемся в студию радио Крым Реалий, самого крымского в мире радио. У микрофона, несмотря ни на что, остается Сергей Громенко. Слушайте нас на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926, жители материковой Украины 044 490 31 18. Поехали! Тема дня. Сегодня мы поговорим о крымчанах, преследуемых российским правосудием. Почему Игорь Мовенко получил условный срок вместо реального? Создаст ли такой прецедент новую методику вынесения обвинительных приговоров? Почему Александра Костенко за месяц до освобождения отправляют в ШИЗО? И какие перспективы у крымчан уже после освобождения? Обо всем этом мы поговорим в ближайшие 25 минут.
Крым в центре внимания. Украинский активист Игорь Мовенко 28 июня вышел из следственного изолятора Севастополя. Встретить украинца приехали его супруга и местные активисты. Сам Мовенко надеялся выйти из СИЗО на 2 дня раньше. Давайте послушаем. Ожидал все-таки вечером 26-го, но продержали. На самом деле документы, я так понял, пришли еще вчера вечером. Я слышал их разговор, у них все документы были подготовлены еще вчера вечером. Напомним, что в сентябре 2016 года в сети появилось видео избиения севастопольца Игоря Мовенко. По данным его супруги, Мовенко избили из-за символики украинского батальона «Азов», наклеенной на его велосипед. Врачи диагностировали у Мовенко открытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом основания черепа, перелом челюсти и другие травмы. В декабре того же года Мовенко задержали и увезли в управление ФСБ России. По словам самого Мовенко, после задержания российские силовики избили его и потребовали признаться в экстремизме, угрожая в противном случае отправиться в СИЗО. Затем привели домой и провели там обыск. В апреле 2017 года на Мовенко завели уголовное дело по части 2 статьи 280 Уголовного кодекса России «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» за несколько комментариев в группе «Крым, Украина» в социальной сети ВКонтакте. 4 мая 2018 года подконтрольный России Гагаринский районный суд Севастополя вынес приговор Игорю Мовенко. 2 года колонии общего режима. Подобное наказание стало шоком для многих. Прокурор просил 2 года условно, однако крымчанина взяли под стражу прямо в здании суда. С нами на связи Яна Гончарова, координатор проекта «Росузник». Яна, здравствуйте. Здравствуйте. Мы тут говорим о двух крымских узниках, которых можно назвать политзаключенными. Я уже рассказал о Тали Мовенко. Теперь вот в начале августа, 3 августа, если я не ошибаюсь, должен выйти на свободу крымский активист Евромайдана Александр Костенко. Костенко задержали, напомню нашим слушателям, в феврале 2015 года в Симферополе и приговорили к 3 годам и 6 месяцам колонии за то, что он якобы бросал брусчатку в беркутовцев во время революции достоинства в Киеве и нанес увечья одному из них. Также Костенко обвинили в незаконном хранении оружия. Правозащитники считают, что нарезной ствол Костенко могли подбросить. Правозащитный центр «Мемориал» считает Костенко политзаключенным. На днях его поместили в штрафной изолятор. Это стало 3-м взысканием за месяц до освобождения. И вот у меня к вам, на самом деле у меня к вам много вопросов, но начнем, конечно, с самого первого. Освежите, пожалуйста, в нашей памяти, как так вообще могло получиться, что украинского гражданина могли осудить за то, что он, будучи украинским гражданином, бросал там камни, или не бросал камни, не столь важно, в другого украинского гражданина, причем на территории, принадлежность которой Украины никем не оспаривается. Как российский суд вообще сумел обосновать подследственность, подсудность этого дела себе? Российский суд, он на многое способен, и в данном случае он обосновывал это так, что Костенко, когда он кидал вот то, что он кидал, якобы беркутовцев, это были ребята, беркутовцы из Крыма, которые впоследствии стали гражданами России, после того, как Крым стал наш, так сказать. И это позволило им осудить, потому что он уже обидел граждан России, поэтому именно его судили. Хорошо, это понятно. Вот теперь ситуация с 3-м взысканием за месяц до освобождения. Это такое вот нелепое стечение обстоятельств или российское правосудие является мстительным, если это слово можно вообще применить, и будет пытаться оттянуть срок выхода Костенко с помощью вот таких вот взысканий, а потом и теоретически еще может и какое-нибудь дело за неповиновение, за нарушение, там, за разбалансировку деятельности учреждения придумать. Или все-таки я зря драматизирую? К счастью, оттянуть срок выхода это не поможет, даже если у него будет каждый день взыскания. Насчет уголовного дела или какого-то еще дела, это вообще вполне реальный сюжет. Но мне кажется, что в данном случае речь идет вот просто о
вот в таком прощальном подарке, скажем так, да, чтобы вот запомнил, зафиксировал, просто немножечко помучить, потому что я встречала такие штуки у других политзаключенных, скажем, там Олег Навальный, его тоже за месяц до выхода и в ШИЗО толкали, и взыскание объявляли, то есть примерно та же схема. Просто чтобы вот зафиксировалось, как-то, я не знаю, отложилось и все остальное, просто помучить. У меня вот такое ощущение. И скажите нам, можете ли вы прогнозировать, знаете ли вы, или наоборот, опровергните, будет ли Александр Костенко после выхода обжаловать свой приговор, обращаться в Европейский суд по правам человека, или особенного смысла в этом вы не видите? Ну, насколько мне известно, как адвокат Костенко, то есть все апелляции, все сроки апелляции, они уже поданы и уже прошли, то есть все это делается после приговора. А вот что будет дальше, будет ли он дальше какие-то действия совершать, все обращаться в Европейский суд по правам человека, я пока что не знаю, но смысл это имеет всегда, чтобы зафиксировать, опять-таки, для истории все эти штуки про российский суд и про то, что там происходит. Я думаю, имеет смысл там обратиться в суд как минимум по поводу условий содержания, по поводу вот этих необоснованных взысканий, но это уже надо будет, скорее всего, найти хорошего адвоката. По вашему мнению, это вообще, на самом деле это реально, или пока там Европейский суд дойдет до этой конкретной жалобы, пройдет там лет 5? К сожалению, да, с Европейским судом такая история, что эти жалобы коммуницируются там в течение нескольких лет, а потом, пока они еще дойдут до рассмотрения, еще пройдет несколько лет. Ну, то есть это реально, но это, да, действительно очень долго, и это скорее из разряда, просто зафиксировать, не то чтобы добиться справедливости, потому что, к сожалению, Европейский суд, он слишком долгосрочный для того, чтобы моментальную справедливость получить. Смотрите, вот я задам вам еще один такой вопрос, он касается и Игоря Мовенко, а не Александра Костенко, но, тем не менее, может быть, вы прокомментируете с точки зрения вашей широкой практики. Вот традиционно стала, может быть, не очень прям приятная традиция, что условные сроки превращаются в реальные. И как бы этому ужесточению никто особенно не удивляется. А вот тут произошло другое. Тут реальный срок заменили на условный. Вот, по вашему мнению, это... Плюс там инициатива относительно недавно отменить так называемую двушечку за репост. Это может свидетельствовать о некой либерализации российского режима, по крайней мере, в статье там, про экстремизм. Или это просто такое вот стечение обстоятельств, и особенно радоваться-то и нечему. Я, к сожалению, не очень как-то сложно верить действительно в либерализацию. Такие, скажем так, сигналы, там, не знаю, символы периодически там всплывали, бывали там дела, когда ждали одного, а вышло условно. И все этому радуются. Нет, я не думаю, что это какая-то тотальная оттепель или либерализация. Это действительно, вот пока что так вышло. Я, к сожалению, не следила слишком пристально за делом Мовенко. Возможно, там какой-то совершенно глупо притягивать это к реальному сроку. И поэтому дали условный. А другое то, что все такие радуются, видите, как здорово, очень клево, невозможно классно, что дали всего лишь условный срок. Вот смотрите, вот как раз, надо было. Вот смотрите, накануне, вот буквально там даже накануне выхода Игоря Мовенко из СИЗО, мы расспросили его адвоката Оксану Железняк, что же повлияло на смягчение окончательного приговора. Вот давайте послушаем, что она нам рассказала. 10 минут назад его выпустили. До этого его не выпускали, поскольку не было в СИЗО постановления Тонова Севастопольского городского суда. Он уже сейчас отправился домой. Я считаю, что суд действовал исключительно, руководствовался на основании закона, суд апелляционной инстанции, потому что по такой категории преступлений, безусловно, может быть назначено реальное лишение свободы. Однако в отношении Игоря Мовенко это было чрезмерно суровое наказание ввиду того, что он ранее не был судим, не привлекался к уголовной ответственности и был впервые осужден за совершение преступления, которое относится к категории средней тяжести. Безусловно, при наличии положительных характеристик, при наличии
смягчающих наказаний, отсутствие отвечающих наказаний обстоятельств, лишать свободы его было невозможно. А уж тем более назначать колонию не поселение, как это требует уголовный, а колонию общего режима. То есть в данном случае суд первой инстанции допустил грубейшее нарушение уголовного закона, и, к нашему счастью, суд апелляционной инстанции устранил это нарушение. Безусловно, суд не в полной мере удовлетворил наши апелляционные требования, поскольку у нас были ссылки на ряд процессуальных нарушений, которые были допущены судом первой инстанции. Однако, учитывая, что Игорь сейчас на свободе, это уже большая победа. На самом деле, я думаю, что для прокуратуры не принципиально реальный срок или условный при конкретных обстоятельствах, поскольку действительно в суде первой инстанции прокуратура просила именно условное наказание, и в суде апелляционной инстанции просила лишь изменить колонию вида строительного учреждения. Однако в настоящий момент прокуратура не будет настаивать на лишении реальной свободы, поскольку в этом нет необходимости. Действительно, по такой категории преступлений при конкретных обстоятельствах это просто негуманно. Апелляционное постановление мы еще в полной мере не получили, нам его еще не вручили, мы получили только в суде первой инстанции, после чего, ознакомившись, мы только сможем посмотреть, что суд прописал, поскольку в суде апелляционной инстанции было оглашено лишь эффективная часть постановления, в частности, относительно применения статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации. Если вы что-то упустили, заходите на сайт Крым Реалии, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы вернемся в эфир буквально через несколько секунд. Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Возвращаемся в студию самого крымского в мире радио «Крым Реалии». С нами на связи, напомню, Яна Гончарова, координатор проекта «Росузник». Вот мы послушали Оксану Железняк, главного адвоката Игоря Мовенко. Она, в принципе, подтвердила вашу догадку, что в данном конкретном случае суд не то чтобы проявил какую-то там особенную гуманность или пошел на либерализацию, а просто ликвидировал вот какую-то ужасную ошибку. И, опять же, я напомню нашим слушателям, что в самом начале прокуратура российская требовала для Игоря Мовенко условный срок. Суд первой инстанции по какой-то причине решил превратить условный срок в реальный, и даже более того, этот условный, даже более того, это реальный срок, не организовать не в колонии поселения, а в колонии общего режима, и апелляционный суд только лишь восстановил справедливость. Поэтому, может быть, там логика и в ваших словах есть, что вы не хотите верить в будущую оттепель. Ну хорошо, пусть с этим конкретным делом все ясно. А вот с отменой, вернее так, с переводом репостов из уголовных в административную категорию, это делается для того, чтобы разгрузить там правоохранительную или репрессивную российскую машину? Или это вообще тоже может вообще не случиться, так на уровне разговоров и останется? Ну да, мне кажется, что это вполне может остаться на уровне разговоров. Вообще как будто очень логично перевести это из разряда уголовной ответственности в административную, потому что нельзя судить за слова, тем более за какие-то очень простые слова, типа, не знаю, Крым — это Украина. Это невозможно, это очень глупо и репрессивно, действительно. Есть определенные уровни, то есть, это отдельный разговор, в котором надо сильно разбираться, да, за какие, скажем так, слова судить можно, за какие нельзя, но перевод в административную — это действительно правильное решение. Но зная, как у нас это происходит, действительно, сейчас могут быть просто, они могут поговорить, и в итоге этого все равно не случится. То есть за этим тоже надо следить, конечно. И российский правозащитник Сергей Шаров-Долана как-то сказал мне, что по его подсчетам, по его оценке, в
экстремистско-террористическом законодательстве сейчас в России лидируют два региона, собственно, российский Дагестан и Крым. Вот по вашему мнению, по вашей оценке и по тем делам, с которыми вы сталкивались, действительно ли это так? Можно ли считать, что Крым одним из центров приложения всей мощи российской репрессивной машины? Ну, я бы сказала, что действительно в Крыму российская репрессивная машина очень активна, но я бы не совсем связывала это, возможно, с экстремизмом, хотя наверняка там тоже чуть-чуть уровень повыше, потому что, мягко говоря, очень, очень спорное место для выражения, для самовыражения. Вот. А вот насчет Дагестана, честно говоря, вот, ну, тоже интересно, я не встречалась с этой трактовкой. Насчет Дагестана, ну вот по Крыму, да, я скажу, что там сейчас очень все активно, и касаемо крымских татар, и касаемо экстремизма, и касаемо очень многих разных дел. В Крыму сейчас зачищают обстановочку. Хорошо, попробуем выйти на более широкий уровень обобщений. Мы традиционно привыкли ругать Российскую Федерацию и ее законодательство за то, что в ней там, в буквальном смысле, как вы сейчас сказали, преследуют за слова. И, тем не менее, относительно недавно в Германии, традиционном в последние годы оплоте на ценности демократии и порядка, внезапно решили, что можно без суда обязывать по заявлению администраторов социальных сетей удалять комментарии, которые нарушают немецкое законодательство. И вследствие этого, конечно, возникает вопрос, а где проходит вот эта вот грань? Не слишком ли она тонка, не всегда ли она рвется, эта тонкая грань между обеспечением законодательства и прав других людей, и права на свободу слова и самовыражения? Не будет ли так, что безопасность в конечном итоге превратится в цензуру не только на территории России, но и в Европе? Ну, это тоже как бы давно известное такое общее место, о котором много рассуждают и думают, где вот это вот, где безопасность превращается в какое-то вот, не знаю, наблюдение или цензуру. И это действительно очень тонкий вопрос. Но вот, скажем так, насчет того, что социальную сеть, платформу обязывают удалять что-то, это, в общем-то, нормальная практика. Это так работает, и это самый нормальный вариант, когда это так работает. То есть, если комментарий кого-то оскорбляет, он может пожаловаться, и модератор должен проверить, насколько этот комментарий действительно излишний на данной платформе. Может ли это превратиться в тотальную цензуру? Ну, наверное, когда-нибудь может, потому что очень сложно соблюдать права, ну не то чтобы права, а не обидеть вообще никого. Кого-то всегда что-то обижает. Но на это, собственно, и есть вот этот вот вышестоящий орган в виде модератора, например, платформы, чтобы он смотрел. То есть одно дело, когда ты пишешь: ой, как я не люблю, не знаю, там, немцев, а другое дело, когда ты пишешь: ребята, давайте завтра в 8 вечера пойдем убивать немцев. Ну, то есть разница есть, и разница чувствуется. И как бы вот этот баланс, его можно соблюдать, хотя в некоторых случаях, возможно, сложно. Но в случае Германии, мне кажется, он вполне такой, ну, к чему может прийти все страны, не только Европа. То есть получается так, что модератор, который чаще всего является специалистом в сфере компьютерных сетей, а не юристом, должен на свое усмотрение решать, комментарий соответствует как пункту немецкого законодательства или не соответствует пункту немецкого законодательства. Не получится ли так, что вот мы не будем там далеко ходить. Украинский сегмент Facebook постоянно, буквально в среднем раз в месяц, жалуется на то, что идет волна банов, а то и деактивация аккаунтов за слова, которые, по идее, не могут быть приравнены к экстремистским высказываниям, а просто потому, что люди, которые обслуживают Facebook, реально не разбираются и размахивают, простите за просту, банхаммером на собственное усмотрение какие-нибудь программеры из Индии, традиционно, прошу прощения у индусов, которых это не касается, но вот тем не менее. И вот это происходит, и не будет ли так, что слишком велика будет юридическая власть модераторов над свободой слова других людей? И в конечном итоге, где же тогда,
Чем тогда этот модератор будет от судьи отличаться? Зачем нужно будет получать юридическое образование? Пошел в модератор и выносишь приговоры. Да, такая опасность тоже на самом деле, конечно же, есть. Как я и говорила, вот язык ненависти, использование языка ненависти и борьба с языком ненависти — это отдельная большая тема там, для споров правозащитников и людей, которые занимаются этим профессионально. Поэтому, как бы, может быть, в некоторых случаях действительно там работа модератора должна немножечко быть не про программеров, там, не про технику, не про железки, а про вот этот вот уровень понимания, да, в какой ситуации что происходит. Сейчас то, что происходит с Фейсбуком, банят за какие-то конкретные слова, действительно происходит от недостатка понимания, что вообще это значит и в каких контекстах это используется и все остальное. Тут, в общем, да, в любом случае нужна отдельная большая работа для того, чтобы отдельные люди, возможно. То есть модераторы не те, которые про IT, а модераторы, которые действительно могли бы там, на какое-то быстрое, понятное решение принять. Это противоречит правилам, либо не противоречит, либо как-то очень конкретно прописывать правила. К сожалению, любая крупная площадка, ей приходится с этим сталкиваться. И иногда есть перегибы в каких-то местах. Тут я бы не сказала, что надо как-то обижаться на Facebook там, или на кого-то еще, а просто принять, что это для нашей безопасности, для более безопасного общения, для более безопасной среды. Потому что язык ненависти, он приводит в дальнейшем к преступлениям на почве ненависти. И это может быть вплоть до геноцида. Ну, по крайней мере, один такой случай зафиксирован и рассмотрен Международным трибуналом, но не будем сейчас в это углубляться, меня интересует другой вопрос. Многие связывают послабление, скажем так, российского репрессивного аппарата с проведением чемпионата мира по футболу на территории России. В частности, много там постится фоточек, где полицейские вежливые, улыбчивые проводят иностранцев по центру, а россияне толпами гуляют, и тут же рядом фоточки другие, когда там заборы, ограждения, ОМОНовцы разгоняют любые несанкционированные шествия. И вот, дескать, посмотрите, что наконец-то россиянам хоть во время футбола можно собираться без уведомлений большими группами, им за это ничего не будет. И тут, конечно, возникает из этого другой вопрос. Вот как вам кажется, не произойдет ли так, что после того, как чемпионат закончится, это же дело ближайших 2 недель, произойдет откат, дальнейшее закручивание гаек? Вот, дескать, пар выпустили, погуляли, а теперь все, давайте назад, ребята, в клетку, давайте через рамки проходить. Или, может быть, наоборот, как раз вот этот вот глоток свободы позволит там укрепиться общественному мнению в том, что свобода есть, можно все-таки гулять, и режим после этого не будет уже так жесток и суров. Как вам кажется? Я, к сожалению, совсем не оптимист в этом вопросе. Я не вижу никаких причин для того, чтобы так продолжалось, никаких причин для условного ослабления гаек и так далее. Мне кажется, все вернется на круги своя, как и было. Ну, подышали, ну да, чемпионата. А дальше что хотите дальше? Ну, так просто гулять и собираться. Ну, у нас так-то не работает, друзья. Мне кажется, все вернется и будет как раньше, а то и хуже. Все эти законы, которые сейчас под чемпионат принимали, с чего бы вдруг была сейчас такая оттепель? Нет, все вернется, все будет как было, а то и хуже. И последний вопрос, будем завершать программу и тему с Крымом. Как вам кажется, и вот когда рассматривают дела крымчан в судах, например, мы знаем, что по делу Хизб ут-Тахрир возят в Ростов, потому что там военный суд, и некоторых потом крымчан после осуждения даже на территории Крымского полуострова переводят в Россию. Вот там после этого есть ли какое-то такое предубеждение, что ли, к крымским делам со стороны России? Какое-нибудь особенно суровое обращение? Или российская машина рассматривает крымчан уже настолько как своих, что применяет, что никаких ни послаблений, ни наоборот ужесточений у них нет, а относится как ко всем остальным? Ну, в любом случае, Крым и все уголовные дела, которые связаны с ним, это часть вот этой большой машины пропаганды, которая
И до сих пор это все началось из дела там Саши Костенко, из дела Олега Сенцова и Саши Кольченко. И до сих пор оно продолжается делами Хизбут Тахрир. Это вот, во-первых, это зачистка территории, чтобы все боялись. Делайте ничего, иначе вы поедете следующее. А во-вторых, это часть, вот этот элемент пропаганды, который рассказывает, вот смотрите, вот пока нас тут не было, все было так плохо. Тут были такие вот террористы, тут были вот религиозные фанатики, и то, и то, и то. А мы пришли и все наладили. То есть это вот часть пропаганды. Но в целом, как мне кажется, что вот эта репрессивная машина к крымчанам относится, ну, не лучше точно, но и не сильно хуже, чем к остальным. Просто что очень много внимания уделяется сейчас именно Крыму. Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Яна Гончарова, координатор проекта «Росузник». У микрофона для вас работал Сергей Громенко. Вы слушали самое крымское в мире радио «Крым Реалии». Ни в коем случае не переключайтесь. Мы скоро вернемся в эфир.